Еще в 2011 году стартовала в стране программа по инклюзивному обучению детей с особыми образовательными потребностями. Она помогает данной категории детей, их родителям и школам. В Молдове для реализации программы инклюзивного образования созданы специальные структуры. Это Республиканский центр психопедагогической помощи, районные службы психопедагогической помощи и внутришкольные психопедагогические комиссии. Последние выполняют работу по определению таких детей для их включения в систему инклюзивного образования, с которыми занимаются по индивидуальному плану вспомогательные учителя. Прежде всего, вспомогательный учитель, который приходит в помощь ребенку с особыми образовательными нуждами, а также ресурсный центр, который включает в себя несколько другую обстановку, чем обычный класс. Это также индивидуальный образовательный план, по которому обучается ребенок. Этот план может обучаться по этому плану определенное время, а потом перейти к общеобразовательной куррикуле. В Гагаузской автономии программа инклюзивного образования стартовала 2 годами позже, чем по всей стране. Начиная с 2013 года большая работа проводится с педагогами, с родителями, с общественностью, так как до сих пор не всегда и не везде есть понимание данной проблемы. Партнерами по данному проекту в АТО Гагаузия является региональное общественное объединение многодетных матерей и женщин-предпринимателей Гагаузии «Веста» и служба психолого-педагогической помощи при управлении образования АТО Гагаузии. Изменился подход обучение к этим детям. Этот подход стал индивидуальным для каждого ребенка, учитывая их особые образовательные потребности. Имеется в виду и потребности здоровья, имеется в виду эмоционального характера, поведенческого характера, потому как сегодня реалии нашей жизни говорят о том, что дети, как правило, предоставлены во многом сами себе, либо бабушкам, либо дедушкам, а зачастую и вообще посторонним людям. Для того, чтобы оказать им должным образом поддержку и в плане психического, и в плане педагогического развития, и стартанула эта программа, которая и помогает воплотить в жизнь, для того, чтобы эти дети не чувствовали себя в чем-то обделенными, ущемленными, чтобы чувствовали себя социальными, адаптированными в наше гражданское общество и полноценными гражданами нашего общества. Ресурсный центр по инклюзивному образованию открыт в Камрадской гимназии имени Степана Курогла. Его координатор Вера Арикелян сообщила, что с 14 детьми с особыми образовательными потребностями в этом центре занимаются 3 учителей сопровождения. На протяжении нескольких лет это были пилотные проекты, где по всей Молдове было выбрано несколько учебных заведений, где сначала внедрили, а затем уже по решению Министерства просвещения было внедрено по всей Молдавии создать ресурсные центры. И 2 года назад такие ресурсные центры создали в 17 учебных заведениях Гагаузии, в том числе и наше учебное заведение. Также был открыт ресурсный центр инклюзивного образования, где имеют возможности заниматься дети с особыми образовательными потребностями. На сегодняшний день у нас в ресурсном центре обучается 14 детей. Некоторые дети есть не из нашего микрорайона, а основная часть посещает нашего микрорайона. У нас в школе создана многопрофильная комиссия внутришкольная, которая работает с этими детьми. Имеется вспомогательный педагог. Ведется определенная документация, ведется работа с родителями, составлен план работы многопрофильной внутришкольной комиссии, план работы с родителями, план работы с детьми по расписанию. Работают вспомогательные педагоги. Мы составляем отчетность, встречаемся с службой психопедагогической, которая образована при управлении образования. Мы с ними тесно сотрудничаем. Они нам постоянно оказывают помощь, проводят практические семинары, обучают, приглашают людей, которые имеют опыт за границей, для того, чтобы обучали нас, как работать с такими детьми. О своих достижениях в ресурсном центре Камрадской гимназии имени
имени Степана Курогла рассказали первоклассники, которые обучаются по индивидуальному плану и уже имеют успехи в учебе. Фамилия Костя. Сары. Сары. А вы учитесь в каком классе? Первым. Первого А в какой школе? Гимназии? гимназии. Имени Степана Курогла. И Степана Курогла. Костик, вот мне понравилось твои вот, как ты активно сейчас работал. Тебе нравится вот такая вот метода? Ну, вот так учиться, а? Нравится. Вот и как ты, допустим, делаешь свои первые шаги, вот у тебя есть какие-то уже, ну, сказать, успехи или вот результат какой-то, вот, а? Есть. Есть. Мама, папа тебе помогают дома? Помогает. Помогает, да. Латинка, ты в каком классе? В первом А. А кто твоя учительница? Оксана Дмитриевна. Фамилию ее знаешь? Латинка, сейчас вот перед тобой тетрадь лежит. Это тетрадь по какому предмету? По математике. И вот ты сегодня что новое для тебя? Ну, чему научился сегодня новому? А? Писать. Что научился писать ты сегодня? Буквы. Цифры. Цифры. Я научился писать цифры, так скажу. Я научился писать цифры. А какие? Можешь сказать? Посчитай, до скольки ты будешь считать. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 10. Мы видим результаты и успехи некоторых наших учащихся, которые посещают ресурсный центр и заодно находятся в общих классах со всеми детьми вместе. Они у нас успешно работают на уроках, также посещает ресурсный центр. В прошлом году из опыта у нас девочка была выпускница 4 класса. Для нее был подобран специальный тест для ее уровня, с которым она успешно справилась, перешла в 5 класс. Родители довольны. Сейчас в этом учебном году у нее меньше предметов по адаптированному куррикулуму, чем было в прошлом году. Если она в прошлом году изучала 4 предмета, в этом году она изучает только 1 предмет по адаптированному куррикулуму. Цель проекта обеспечения равных возможностей и социальной интеграции детей с особыми образовательными потребностями заключается в поддержке уязвимых детей, вовлеченных в процесс деинституционализации в целях укрепления потенциала гражданского общества. Наша задача сегодня охватить, во-первых, обучением всех детей от 0 до 18 лет. Это государственная программа. Вот. Но трудности, конечно, были. И сегодня есть первая трудность или первая проблема, с которой сталкиваемся мы, это недостаточная осведомленность общества о том, что происходит, как происходит, для чего это нужно. Мы очень много делаем в этом плане и в средствах массовой информации, и через какие-то интернет-источники мы пытаемся осветить, проводим различного рода семинары, круглые столы, для того, чтобы каждый член гагаузского общества понимал, что от внедрения практики инклюзивного образования в Гагаузии мы только выигрываем, потому что дети, помимо того, что чувствуют себя нужными обществом, и дети, в чьи классы включены ребята с особыми образовательными потребностями, становятся толерантней, добрей, гуманней, внимательней.
Региональное общественное объединение многодетных матерей и женщин-предпринимателей Гагаузии «Веста» в рамках данной программы провели ряд мероприятий в районных центрах автономии и в сельских школах региона, которые включили в себя различные тренинги и конкурсы для детей данной категории. В рамках проекта «ЧЧФ Молдова» по внедрению программы инклюзивного образования в Республике Молдова в марте-апреле прошли мероприятия в гимназии номер 3 города Вулканешты. С 6 по 22 апреля прошлого года среди 17 учащихся гимназии 7 и 14 лет общественной организации был проведен конкурс рисунка «Все дети нуждаются друг в друге». Победителям конкурса были вручены почетные грамоты и поощрительные призы. Также в 2015 году для расширения библиотечного фонда в качестве призов были приобретены и переданы в дар гимназии номер 7 муниципия Камрад книги. Кроме того, с целью информирования педагогов и родителей о программах по развитию инклюзивного образования, исполнительный директор АО «Веста» госпожа Волкова Антонина Ивановна сделала презентацию проекта обеспечения равных возможностей и социальной интеграции детей с особыми образовательными потребностями. Миша, посмотри сюда. Вот такое задание. У тебя есть картинки. Ты сейчас выберешь только те, на которых есть изображены звери. Только звери. Посмотри внимательно. Найдешь ли ты такие картинки, где есть звери? Все картинки посмотри хорошо. И скажи, есть ли такие, на которых есть звери? Животные, любые животные. Давай так, любые животные. Пожалуйста. Так, выбирай, бери в руки. Следующую. Это зверь, да? Животное? Нет. Не трогай пока. Так. На верхний ряд посмотри, я тебе помогу чуть-чуть. Хорошо, давай. Так, еще. Еще на верхний ряд посмотри. Хорошо. Так. А еще есть такие картинки, на которых звери есть, животные? Нет больше. В 2016 году, 29 марта, в городе Чедрлунга состоялась консультативная встреча с педагогами и родителями гимназии детсада имени Сыртмача, где подвели итоги конкурса рисунка и вручили призы. Мероприятие было организовано в рамках проекта обеспечения равных возможностей и социальной интеграции детей с особыми образовательными потребностями, общественным объединением «Веста» и волонтерами клуба М-лига города Чедрлунга. Дорогие друзья, меня зовут Сергей Пашков, я руководитель общественного объединения «Сталкер», есть такой центр гражданских инициатив в Камрате, и являюсь координатором некоторых программ в общественном объединении «Веста». Это мои коллеги Наталья Никитина, руководитель сети волонтеров М-лига Гагаузии. Ну, Мария Константиновна, вы знаете, это наши волонтеры, замечательные ребята, ваши одногородчане, ваши земляки. Это, что называется, цвет нашей нации, потому что активная, не безразличная к своему городу и к своей республике молодежь. Надеюсь, и вы будете такими же. И мы рады сегодня приветствовать победителей и участников конкурса рисунков «Дети нуждаются друг в друге». Да, в рамках проекта обеспечения равных возможностей и социальной интеграции детей с особыми образовательными потребностями. В рамках программы состоялась презентация рисунков детей из школ номер 7 города Камрад и номер 3 города Вулканешты. В конкурсе рисунков гимназии детсаду имени Сыртмача города Чедрлунга, который проходил с 3 по 18 марта, приняли участие 27 детей в возрасте с 7 до 14 лет. Среди них были и ребята из городского интерната для детей, оставшихся без попечения родителей. Победители конкурса из гимназии детсада были награждены ценными призами, книгами и дипломами. Кроме того, все участники получили дипломы об участии, наборы канцтоваров для рисования и сладкие призы. Учащийся 6 класса. Поздравляю, победой. Ну, Светлана, ты, значит, светлая. Тебе спасибо, что ты такая очень талантливая и активная. Спасибо. Это был замечательный конкурс. Назывался он «Все дети равны». Это в рамках проекта обеспечения равных возможностей и социальной интеграции детей с особыми образовательными потребностями.
Очень много замечательных работ. Ну, радует то, что наши дети все талантливы, каждый в чем-то. Замечательный конкурс. Приехали, поздравили сейчас победителей, поздравили всех участников. Приятно видеть радость в глазах детей. Ну, вообще замечательно. Замечательно, что есть такие проекты, замечательно, что они реализуются и привлекается внимание к детям с особыми образовательными потребностями, что очень немаловажно. В ходе встречи состоялся конструктивный диалог о реализации программы инклюзивного образования в Гагаузии. Педагоги и родители смогли задать интересующие их вопросы по социализации детей в общеобразовательный процесс. Очень важно отметить значительный вклад исполкома Гагаузии в 2010 году, когда коснулась речь о реконструкции данного учебного заведения. Эта мысль пришла мне и моим коллегам на педагогическом совете, что можно реконструировать и преобразовать в гимназию детский сад. Исполком Гагаузии откликнулся, примария города Чедерлунга, и значительный вклад, конечно, внесла благотворительная организация «Глория» в лице. У меня в классе 27 детей. В начале года было 29, двое детей выбыли. Из 27 детей 8 детей у меня с гимназии-интерната, которые прибыли к нам в этом году. Процесс адаптации детей гимназии-интерната прошел довольно-таки успешно. Дети влились в коллектив, уже с первых дней это было заметно. И довольно-таки не чувствуется разницы между гимназией и интернат. Нет такого, что это наши дети, это ваши, все вместе всегда. Мы очень тесно сотрудничаем со многими неправительственными организациями. Министерство просвещения Республики Молдова имеет договор о сотрудничестве на 2015-2020 год с такими организациями, как УНИЧЕФ, ЧЧФ Молдова, которые финансируются Всемирным банком. Эти организации уже имеют опыт внедрения инклюзивного образования в других регионах Республики Молдова и с большой охотой, с большой уверенностью помогают внедрению инклюзивного образования в АТО Гагаузия. Наш регион специфичен по сравнению с другими районами республики. Дело в том, что в отличие от других регионов Республики Молдова, наш регион большой. Это 3 района. Это достаточно большое количество учебных заведений и учащихся с особыми образовательными потребностями. Кроме того, на территории Гагаузии есть 2 учебных заведения. Я имею в виду вспомогательную школу села Кангас, где обучаются учащиеся с умственной отсталостью. Я имею в виду гимназию-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей города Чедерлунга, которые тоже имеют свои особые образовательные потребности. И каждому из этих учащихся обоих этих учебных заведений нужно подходить сугубо индивидуально. Если говорить об программе инклюзивного образования, то это качественное образование. То есть это не только возможность ребенка посещать школу, да? Это прежде всего возможность ребенка обучаться в этой школе, согласно его нуждам и его потребностям. Ребенок оканчивает 9 классов, да, вот гимназии, и на основе, даже если он обучался по этой куррикуле, по этому плану индивидуальному, он может продолжить обучение в любой профессиональной школе. За последние 3 года 180 детей с особыми образовательными потребностями получили поддержку в 9 районах Молдовы, в том числе на юге 6 районов и 3 на севере страны. 80 детей получили оценку и специализированную помощь. 57 вспомогательных учителей прошли подготовку и получили нужную поддержку. Для 200 преподавателей были организованы учебные поездки в школы с инклюзивной практикой.
В Гагаузии из 47 учебных заведений в 34 из них ведется работа по программе инклюзивного образования. Хорошую поддержку оказывает программа обеспечения равных возможностей детям с особыми образовательными потребностями, которая реализуется ЧЧФ Молдова при финансовой поддержке Caritas Helvetia с 2014 по 2016 годы.